Древнее население Европы было носителем гаплогруппы R1b. Гаплогруппа – совокупность схожих генотипов. Британские генетики Брайан Сайкс и Стивен Оппенгеймер утверждают, что гаплогруппа R1b, Y-хромосом, передающаяся по мужской линии, происходит от палеолитического до индоевропейского населения Западной Европы. Гаплогруппа R1b возникла 20 тысяч лет назад в Западной Азии и затем стала распространяться по территории Европы. Согласно ряду публикаций, от 70 до 90% жителей Англии, Шотландии, Ирландии и Северной Франции являются носителями этого генотипа. Каково было удивление генетиков, когда выяснилось, что столь же значительная концентрация этой гаплогруппы обнаружена и у башкир. У разных групп башкирского населения частота гаплогруппы R1b Y-хромосом различная. У одних групп ее частота очень высокая, у других низкая. Но даже усредненные цифры красноречиво говорят о западноевропейских генах значительной части современных башкир. Следовательно, генетика подтверждает мнение археологов о связи палеолитических культур Южного Урала и Франции. Наиболее высокая частота гаплогруппы R1b от 81 до 84% встречается у башкир Пермской области и Баймакского района. Самая низкая частота – 0,7% у башкир Абзелиловского района. Это является еще одним подтверждением многокомпонентности башкирского народа. По данным Y-хромосомы, все-таки исследования генофонда популяции башкир подтверждают ранее существующие гипотезы происхождения башкир. То есть существует три гипотезы. Это финно-угорское происхождение, тюркское и промежуточное. И в принципе, получается, все археологи, антропологи, которые предложили вот эти гипотезы, они все правы. Как видно на графике частоты гаплогрупп Y-хромосом, самый большой столбец отражает распространение западноевропейской гаплогруппы R1b. По усредненным данным, она присутствует у 35% башкир. Высокая частота данной отцовской линии в популяциях Южного Урала является неожиданной находкой, поскольку данная гаплогруппа не характерна ни для одной из смежных с ней территорий – Центральной Азии, Восточной Европы и Сибири, пишется в одном из исследований по генетике. У соседних популяций, которые рядом с нами, это популяция Центральной Азии, Сибири, данная гаплогруппа встречается с очень низкой частотой, там 2, 6, 8, по-моему, 13% самая высокая. А у нас в двух популяциях, по-моему, пермские башкиры и баймакские башкиры, у них обнаружена высокая частота. Второй по частоте проявления составляющей генофонда башкир является гаплогруппа R1a. Гаплогруппа R1a распространена среди популяции индоевропейских народов. Наиболее высокая частота от 50 до 70% отмечена у славян, русских, украинцев, поляков, белорусов, чехов, а также у индоиранцев, таджиков, пуштунов, белуджей, пенджабцев. Умеренная частота отмечена у татар 33% и башкир 26%. Гаплогруппа R1a возникла 15 тысяч лет назад в Азии. Ее появление на Южном Урале связывается с миграцией древних ариев, оставивших после себя такие археологические памятники, как Синташта, Аркаим и другие объекты так называемой «страны городов». По древности и времени появления в Европе она уступает гаплогруппе R1b. R1a1 и ее подветви, которые в основном в мире обнаружены практически везде, за исключением Юго-Восточной Азии, встречаются также с высокой частотой, примерно 27%, и у башкир. Наконец, третьей гаплогруппой является НТАТ, так называемый ген Чингисхана, встречающийся у 19% башкир. Вопреки своему названию, он связан не с приходом в Восточную Европу монголов, а с гораздо древними миграциями из Сибири, в первую очередь с угорскими народами.
И третья гаплогруппа – это гаплогруппа ТАТ или N3 ее называют, и иногда ее называют Чингисхан, потому что эта гаплогруппа возникла когда-то, где-то 12 тысяч лет назад в Китае, потом, значит, через Сибирь, Центральную Азию, она, в общем-то, вместе с финно-угорскими народами пришла к нам в Поволжье. Все три линии наследования очень древние, возникшие 15-20 тысяч лет назад. Гаплогруппа R1b относится к древнему доиндоевропейскому палеолитическому населению Евразии. R1a относится к предкам современных индоевропейских народов. N-tat – к древним уграм Сибири. Это то, что касается Y-хромосомы, то есть мужской линии современных башкир. Однако генетика обладает инструментарием и по изучению митохондриальной ДНК, передающейся только по женской линии. И здесь этногенез башкирского народа выглядит несколько иначе. Главный вывод, вытекающий из сравнительного анализа, мужская линия несет гораздо больше европейских генов, чем женская. Например, если посмотреть митохондриальную ДНК у тех же башкир, то у башкир 60% европейского компонента, а 40% азиатского. Что касается Y-хромосомы, то у башкир только 15% азиатского компонента, а остальные, в общем-то, считаются это европейские. Подобная диспропорция означает, что территория Южного Урала издревле подвергалась нашествию мужских коллективов, европеоидных охотников, воинов-завоевателей, которые, вступая в браки с местными женщинами, оставляли свой след в генофонде автохтонного населения. Мы все сильно различаемся. В принципе, если даже мы посмотрим по фенотипу, то этногеографические группы башкир, значит, сильно различаются, и это видно, в общем-то, антропология. Недаром вот Кузеев выделял 5 типов антропологических типов башкир, и по фенотипу видны различия, также и по генетике.